Торжественные шествия уже закончились, а вот весь праздничный день еще только впереди. Прямо в центре Сыктывкара развернулось несколько десятков площадок, на которых каждый гость и житель столицы сможет найти полезное и интересное занятие по душе. Например, познакомиться с военной техникой прямо на площадке под часами возле бассейна, попробовать полевую кашу на кухне, которая в центре города, на Стефановской площади, и даже посмотреть военные фильмы, художественные и документальные в кинопалатке под открытым небом. Глаза разбегаются от видов досуга, так что занятие по душе найдется каждому. Вот арт-площадка. Причем не обычная, где рисуют акварелью или гуашью на листах, а с фантазией, баллончиками. Каждый желающий создает образы прямо на пленке, протянутой между деревьев. Недалеко отсюда еще одно увлечение для тех, кто желает творить. Мастер-класс по созданию бумажных гвоздик. Получаются и правда, как живые. Одинаково стараются и дети, и взрослые. Вот только холодный ветер от близлежащей реки немного подводит организаторов. Была бы хорошая погода, достаточно было 15 минут. Но погода плохая, все разлетается, нам очень мешает. Вообще легко очень делать, ничего сложного не надо. Салфетки, палочка и ниточки, и клей. По всему городу сегодня звучат песни на военную тематику. Где-то из уличных громкоговорителей, а где-то и со сцен. Молодежь предпочитает узнаваемые композиции. Песен еще не написанных сколько, скажи, Несколько десятков столов, перед ними еще одна сцена. Здесь ветеранов и пожилых гостей праздника ждет согревающий обед – солдатская каша. Готовили, говорят повара, примерно на 1000 человек. Одна из самых традиционных площадок – полевая кухня. Сегодня, как нельзя, кстати, погода в столице Коми не радует теплом. Что сегодня в меню? Горячая каша, горячий чай, фронтовые 100 грамм, хорошее настроение. А для полного погружения в 40-е годы целый комплекс с палатками и военными атрибутами. Напоминает съемочную площадку какой-нибудь исторической ленты. Инсталляция времен Великой Отечественной войны. Там находится госпиталь, а в этой палатке находится боевое оружие времен Великой Отечественной войны. Все костюмы сшиты в 40-х годах. Особенно привлекают люди в старой форме маленьких детей. Каждый желает и фуражку померить, и руку пожать, и фото на память сделать. Любой гость площадки и сам может почувствовать себя военным врачом или солдатом. Стоит лишь поближе познакомиться с экспонатами. Фронтовые бинты, колбы с лекарствами, медицинские инструменты. Также показательно проходит выставка и в соседней палатке. ППШ, снаряженный с магазином, весит более 5 килограмм, а этот всего 3,6. Представляете, сколько дополнительных патронов можно с собой взять в рейд, к примеру, в разведывательный. А эта площадка уникальна тем, что боевые машины можно не только посмотреть со стороны, но еще и потрогать и даже стать на время пассажиром из прошлого. Территория у центрального бассейна сегодня кладезь полезной исторической информации. Помимо выставки военной техники и инженерно-саперного оборудования, были здесь и специальные кинопалатки. В них каждый желающий мог посмотреть художественные и документальные фильмы о войне. Особенно популярны они были у молодежи. Подрастающее поколение старается узнать о Великой Отечественной как можно больше, ведь та победа стала настоящим подвигом всего нашего народа, память о котором мы должны сохранить навсегда. Вы смотрели специальный выпуск программы «Время новостей». Мы рассказали о том, как отметили в городах один из главных праздников нашей Родины. Команда телеканала «Юрган» поздравляет вас, дорогие зрители, с Днем Победы. Желаем вам мирного неба над головой, счастья вашим семьям и долгих лет жизни. До встречи! От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой.
и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.